спасет нас, яко благ и человеколюбие. В этом году исполняется 600 лет со дня обретения мощей преподобного Сергия Радонежского, печальника земли русской, святого, к останкам которого вот уже много веков обращаются паломники, нуждающиеся в Божьей помощи. По случаю юбилейной даты было организовано уникальное событие. По благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла ковчег со святыми мощами посетит несколько городов Дальнего Востока, в число которых вошел и Якутск. Организатором данного масштабного мероприятия выступает Русская Православная Церковь. Следует отметить, что принесение ковчега со святыми мощами пройдет около 50 епархий в различных городах России, от Владивостока и до Калининграда. Действительно, каждая существующая религия имеет своих святых. Им обычно приписывают различные чудеса, аскетичный образ жизни, акты самопожертвования, поведение, строгости и смирения. Один из таких преподобных в православном христианстве – Сергий Радонежский. Однако сегодня биография святого чаще всего воспринимается скептически. Ум, привыкший переоценивать рациональную сторону жизни, спотыкается на первом же описании чуда, которые происходили со святым. Сейчас не удивить историями про то, как Радонежский провидел ход Куликовской битвы. Преподобный Сергий был в очень сложное время собирания русских земель. Мы помним уникальную его роль при благословении благоверного князя Дмитрия Донского на Куликовскую битву, и тогда его благословением, его молитвами, собственно говоря, как и молитвами всей церкви, была одержана победа. И в дальнейшем его роль в жизни государства, она была незаметна, он не занимал высоких должностей, но он молился, он был святым, он наставлял, он опекал в том числе и власть придержащих духовно, наставляя и просвещая их. Вот эта роль, конечно, значительна, и она без всяких натяжек видна. Ну а то, что эти мощи 600 лет находятся в Троице-Сергиевой лавре, и все это время люди нескончаемой рекой идут к этой святыне, молятся перед ней и получают просимое, потому что к пустому колодцу не ходят за водой. Значит, об этом есть множество свидетельств, когда по молитвам преподобного совершались чудеса и благодатная помощь и исцеление. Радонежский – духовный собиратель русского народа, с которым связаны культурный идеал Святой Руси и возникновение русской духовной культуры. Вообще, до начала XX века почитание Сергия Радонежского ограничивалось почти исключительно территорией исторической Руси. Однако после революции 1917 года оно распространилось далеко за ее пределы. 11 апреля 1919 года в рамках общей кампании атеистической пропаганды мощи Сергия Радонежского были вскрыты в присутствии специальной комиссии с участием представителей церкви. После вскрытия останки были переданы в качестве экспоната Сергиевскому историко-художественному музею, расположившемуся в Троице-Сергиевой лавре. Святые мощи преподобного Сергия никогда не покидали Троице-Сергиеву лавру за все 600 лет со дня обретения. Правда, единственный момент, когда богоборческая власть в 20 веке попыталась закрыть монастырь, вот тогда эти мощи были изъяты насильно, но добровольно, вот в такой идее принесения крестным ходом по городам России такого не было. Нынешнее событие, такое грандиозное, оно осуществляется с благословения патриарха Московского и всей Руси Кирилла и посвящено 600-летию со дня обретения мощей. 600 лет назад преподобный Сергий через несколько лет после своей блаженной кончины был прославлен церковью, и тогда при строительстве Троицкого собора, это древнейший собор на территории России, это древнейший собор в Троице-Сергиевой лавре, в духовном центре нашей страны, вот тогда были мощи эти подняты для поклонения верующим. И с тех пор ежедневно возле мощей в Троицком соборе совершаются божественные службы. И все люди, благочестивые православные христиане, непременным обязанностью непременной считают поклонение святым мощам и посещение Троицы-Сергиевой лавры.
Не имеет смысла отрицать и масштабность мероприятия. Сотни прихожан одного только Якутска приходят в Преображенский собор, чтобы приложиться к мощам преподобного. Преподобный Сергий Радонежский – это, наверное, самый почитаемый русский святой. Это святой, которого называют игумен земли русской, печальник земли русской, то есть печальник, то есть попечитель земли русской, небесной. Это очень большое торжественное событие. С мощами сейчас совершается, можно сказать, что крестный ход по всей России, да, их завозят в разные города, привозят. Вот сейчас, например, идет ковчег с мощами по Дальнему Востоку. Это совершается, это паломничество, можно сказать. То есть, знаете, бывает паломничество, когда люди идут к святыням, а в данном случае святыня идет к людям, такое огромное, можно сказать, метапаломничество. Совершается по благословению святейшего патриарха Московского и всей Руси Кирилла. И в разных городах принимают поэтому с особой благодарностью, потому что тем самым подчеркивается единство, можно сказать, церкви, собственно, что олицетворяет предстоятель церкви, в данном случае патриарх. Многие прихожане столицы республики с радостью приняли визит ковчега с мощами в Якутске и не скрывают своих эмоций, несмотря на сакральность своего визита в собор. Для меня это такое радостное событие, что к нам в Якутск привезли мощи нашего великого молитвенника, о всей нашей земли русской. Скажите, а вот когда вы были в Троице, в Сергиевой Лавре, какие ощущения вы тогда испытывали? Ой, там благодать такая, что там такое намоленное место, что там вообще... Там даже когда посторонние бывают, например, путешественники, всякие туристы не православные, сразу от них даже чувствуется совсем другой дух. В Троице Сергиевой Лавре это вообще все сразу ощущается. Здесь получилось такой же дух? А как же, обязательно. Сергий Радонежский он всем дает. И благодать, и силы, и дух, все. Это большой праздник. Очень большой, что к нам привезли мощи Сергия Радонежского. Я уже с ним встречалась с мощами в Москве, но и сейчас я только силы прибавила с этой встречей. Приезд этого святой мощи Сергия Радонежского у нас очень большой праздник. От души поздравляю всех жителей Якутии, России этим большим праздником. Следует отметить, что мощи Сергия Радонежского не единственные останки святых и великомучеников, которые гостили на якутской земле. Так, например, в 2014 году по благословению архиепископа якутского и ленского Романа в столице региона была и икона святой блаженной Матроны Московской с частицей ее мощей. Мы уже встречали такие святыни, конечно, с меньшим масштабом, да, приносилась частица мощей как раз святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Каждый год на День памяти святителя Николая приносятся частицы его святых мощей, имеющиеся в наличии, но не всегда, скажем так, открытые. И в общем-то, бывают встречи святынь, но, конечно, такого масштаба еще, наверное, не было. Пожалуй, только несколько лет назад приносилась Почаевская икона Божьей Матери, но так, чтобы нас святые посещали. Стараемся, чтобы ежегодно какая-либо святыня вселенского православия или общероссийского непрерывно побывала у нас в столице. Это служит духовному единению наших народов, это служит духовному оздоровлению, снисканию благодати Божией, божественной силы на всех, кто молится и поклоняется этим святыням. Ларец с мощами продолжит свое великое путешествие. В каждом из городов России ковчег будет выставлен в православных храмах, где верующие смогут приложиться к останкам преподобного Сергия Радонежского. И уже осенью этого года мощи вернутся в Подмосковье, и их путешествие завершится 7 октября в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре.